الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Дорогие братья, уважаемые гости, уважаемый джамаат Сулейман-Старского района и Касумкента, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. В первую очередь благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Аллаху Субхану ва Та'аля создал мусульманами. Потом и благодарю Всевышнего Аллаху Та'аля за то, что мы оказались из умми пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма, из умми того пророка, чтобы быть из этой уммы, просили другие пророки, алейхиму салату вассалям. Мы с вами являемся из этой уммы. И, конечно же, благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Аллаху Та'ала нас сделал из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, не просто людьми, но на самом деле понимающими это, понимающими, что такое месяц Рабиуль Ауаль, понимающими радость рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Ведь на свете немало людей, немало даже мусульман, может быть, которые Рабиуль Ауаль месяц наступает и уходит, но даже не дают этому значения и не понимают, что за месяц это был. Поэтому, дорогие братья, дорогие мусульмане, Муфтият Республики Дагестан вот уже какой год проводит каждый месяц в одном из районов Дагестана ежемесячный маджлисы алимов, в которых алимы с разных мест выезжают, навещают друг друга, посещают эти районы, где люди могут слышать не просто наставления, а ответы на их вопросы. Значит, когда один человек постоянно перед людьми выступает, он находится, может быть, людям хочется что-то новое, что-то интересное. Вы, наверное, слышали, когда Муса, алейхиссалам, пророк, с израильтянами находился, Аллаху Та'ала им посылал из неба, небесную манну. Вот манну вассалюа, такой едой Аллаху Та'ала их кормил. Каждый раз вот с неба спускалась еда, они ее кушали. Но даже они сказали: «Я Рабби, мы хотим чеснок, мы хотим лук, мы хотим редиску» и так далее. Вот, видимо, также, когда один человек говорит, выступает, они хотят что-то острое, что-то такое. Поэтому у нас, уважаемый джамаат, у нас есть прекрасная возможность сегодня слушать людей, значит, получать пользу от этого, применять это на практике и так далее. Но удивительно, конечно, тот случай этого маджлиса, с чем я хочу поздравить именно Сулейман-Старский район, что вот этот маджлис алимов, она оказалась в месяце Рабиуль Ауаль, месяц, в котором восхваляют имя пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Люди радуются. И, конечно, здесь уже вдвойне и втройне люди будут получать благодать Всевышнего Аллаха, баракат и милость Аллаха. Порядок маджлиса, она несложная. Были моменты, когда после этих маджлисов давали какие-то угощения, людей кормили и так далее, но алимы Дагестана вынесли решение, чтобы такого не делать. Потому что многие села, которые нуждаются в знании, они этот маджлис не делали из-за того, что они думали, что большие расходы будут. Не у каждого же бывает возможность. Поэтому эти маджлисы без смешивания что-либо, чисто ради Аллаха и ради тех знаний, которые Аллаху Та'ала через пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, нам передал. Этот Рабиуль Ауаль месяц родился человек, родился тот, который на самом деле, кто такой человек, людям объяснил. Который рассказал на самом деле, какие человеческие качества они делают человека человеком. Родился тот, который поставил крест на все адаты, стереотипы или же какие-то навязанные иблисом какие-то деяния. Это было 1400 с лишним лет тому назад. Вы, наверное, слышали только один пример. Когда говорит в семье
рождалась девочка, отец, боясь позора или даже бедноты, мог живьем закапывать этого ребенка. 3 годика, 4 годика было этой дочери, отец копал яму, она даже не подозревала, что происходит. Но вместе с этим, когда человек копает землю, он же там где-то пыль касается, где-то грязь касается. Маленькая девочка прибегала и говорила: папа, ты испачкался, и стряхивал пыль с одежды отца. Но после того, как заканчивал рыть яму, он бросал живьем ее туда, вот ногами трамбовал землю на этой дочери. Вот такими жестокими сердцами были люди в то время. И то время, сейчас тоже они, у кое-кого очень даже как орешек, но вот, то есть такое время пророк сам пришел. Если сказать, например, те великие государства, которые окружали вот Аравийский полуостров, с этой стороны Персия, с другой стороны Византия, Индия и так далее, то хотя государственный строй сохранялся, но человеческие качества на самом низком уровне были в этих местах тоже. Возьмем просто пример Персии, который сын мог жениться на родной матери, мать могла выходить за сына, брат жениться на сестру, и наоборот, лишь бы вот это королевство не переходило в чужие руки. Если в царях, среди, например, людей, которые руководят этой страной, такое происходит, что же мы можем говорить о простых людях этого государства? Поэтому Аллаху Субхану Ва Тааля вывел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в том месте, где не было ни государственного устроя, где не было какой-то программы и так далее. Каждый человек жил со своей жизнью свободно, вольно, и вот там появляется посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И благодаря этому пророку, уважаемый джамаат, до сих пор младший стает старшему. Благодаря этому пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, сын целует ноги своей матери. Благодаря этому пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, слово отца для детей закон. Благодаря этому пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, мы моем руки перед едой и после еды. И благодаря этому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, до сих пор, извините, конечно, факт остается фактом, мы с кувшином ходим в туалет. Мы же видим, вроде бы, самые такие европейским дизайном квартиры дают, там в туалете не бывает воды до сих пор. И даже могу рассказать случай, когда вот эти черные, коммунистические, атеистические, вот этот промежуток времени, когда в одном месте назначили первого секретаря, ну, района, как в наше время глава района бывает, вот в то время первый секретарь говорили, вот пришел, говорит, один человек и говорит: наш работник намаз делает, говорит, рассказывает ему. Он говорит: ну, смотри, там, а этот человек был, ну, у нас в Дагестане немало было таких, которые, ну, как говорится, из-за положения времени, они вынуждены были кое-какие шаги делать, но внутри, глубоко в сердце, вот этот искра имана все еще горел. Он такой вид сделал, говорит: да ты что, так сейчас запишем там, кто это, фамилия, имя и так далее, хорошо, говорит. Я отправил его. Второй раз тоже, говорит, прибежал и говорит: он да, еще делает намаз, говорит, он делает намаз. Он, ох ты, говорит, еще раз записал. Третий раз тоже, говорит, пришел, говорит, он делает намаз, говорит он. Он спросил, говорит: ты хоть как знаешь, говорит, что он намаз делает? Он сказал: я видел, как он с кувшином в туалет ходит, говорит. Тогда, говорит, этот глава сказал ему: значит, у него это место чище, чем твой язык, говорит. Понимаете? Поэтому, вот благодаря этому пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, сохранились эти мечети. Ведь они были закрыты, но открылись. Нур, она все время сияет и будет сиять до судного дня. Как в Коране Аллаху Та'ala говорит: юридуна литфиу нур Аллах. Они хотят, говорит, потушить нур Аллаха, но Аллаху Та'ала сохранит. Как бы неверные не хотели, они ее сохранят. Наш с вами маджлис, иншаллаху рахман, мы начнем с таубу. У каждого из нас бывает, то ли понимая, то ли зная, не зная, ошибки бывают, выходят разные слова. Значит, чтобы мы с чистыми сердцами приступили к этому маджлису, и то, что в наших сердцах эти наставления, которые попадут, они тоже оказались не испачканными, замутненными тем, что внутри был, иншаллах рахман, мы сделаем таубу.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. За все деяния и слова, которыми Ты недоволен, прости нас, грешников, Аллах, о милости Твоими молим, сердца, забывшие Тебя, устам грешить давая волю, и каждый нечестивый шаг и зло, что сделано рукою. Глаза, смотревшие на то, на что смотреть Ты не дозволил, и уши, слышавшие то, чем не был Ты, Аллах, доволен. За то, что я согласен был с тем злом, что предо мной творилось, за каждый вдох, что сделан был, забыв Тебя. Аллах, прости нас. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Каждый раз, уважаемые братья, дорогие мусульмане, вот посещая такие маджлисы, но здесь, конечно, должны были быть совершенно другие люди, но Рабиуль Ауал месяц, вы знаете, муфтият Республики Дагестан во все точки нашей необъятной России, родины большой, отправляют алимов, имамов. И практически они все находятся там, встречаются с выходцами из Дагестана на этих регионах. Если вы как-то смотрите, наблюдаете соцсети муфтиата республики или сайт, то вы увидели бы, как эти люди на местах, хоть они на десятки тысяч километров от нас далеки, но они там тоже проводят маджлисы и так далее. Поэтому в этот день получилось так, что мне придется проводить этот маджлис. Я заранее же прошу прощения у вас, что, как говорится, какой бы хромой, больной у меня не получилось вот, быть ведущим, но вы меня простите, конечно, заранее приношу извинения, мы неопытные люди в этом вопросе. И вот посещая вот такие маджлисы, находясь в таких маджлисах, замечаю, да вы тоже, наверное, замечаете, вот те имамы наши, да сохранит Аллаху Та'ала их, этих алимов, среди них бывали много других людей тоже, которых с нами нету, которые нас покинули, которые радовали наш глаз. Даже если эти ученые, алимы, как Урамат Хаджи рахимахуллах, Адуафир Мухаммад рахимахуллах и так далее, и последний из них наш, можно сказать, земляк из Южного Дагестана, Хидиров Мухаммад, который в Куруше был погиб шахидом. Вот эти люди, они украшали наш маджлис, и, конечно же, мы все время замечаем, что их для нас не хватает. Хочется, чтобы еще раз их увидеть, услышать, но хукму Аллаха мы ничего не можем с этим поделать. Поэтому, не забывая их, хочу начинать маджлис с чтения суры Аль-Фатиха один раз, суратуль Ихляс 3 раза, и салатуль Фатих тоже 3 раза, и дать ихним душам, чтобы они радовались и, конечно, посещали нас тоже. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ألف مرة. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
дуами поручим нашим гостям, которые издалека приехали. Ну, Юсуф Хаджи, я вижу, самый далекий, который здесь. Аллахумма амин. Любой маджлис, который начинается, должна начинаться с чтения калама Всевышнего Аллаху Та'ала. И сейчас, иншаллах рахман, мы дадим слово нашим братьям, чтобы они прочитали Коран и несколько байтов из Мавлида, иншаллах. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته
الصبح بدا من طلعته ساتي الشجر نطق الحجر شوق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرف عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته اللهم صل وسلم وبارك عليه. Да, Аллах, что твой голос именно для этого служил. Видите ли, восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, на каком бы языке она ни звучала, она прекрасна, она очень красива. И люди, которые собрались для этого, чтобы они могли максимально пользу получить, желательно этим людям какой-то адаб соблюдать. Адаб – это ощущение присутствия пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Вот как бы мы с вами вели бы, если мы были бы перед пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, вот в таком виде вести, это будет, иншаллах рахман, адабом. Вы все, наверное, слышали, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, вот однажды обратился, говорит, к асхабам и сказал: «Хаяти хайрул лакум». Моя жизнь, в ней есть благо для вас, в моей смерти тоже для вас благо. Асхабы сказали, говорит: «Я Расулаллах, ну в жизни благо есть, в смерти как может быть для нас благо?» Пророк сам говорит: в жизни благо есть в том, что вы со мной говорите, я с вами говорю. Ну, понятно же, сколько пользы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам принес. Мы и есть только из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, есть. А что касается моей смерти блага, то каждый день говорит: ко мне будут предоставлять ваши деяния. Я когда увижу, что моя умма совершает хорошие деяния, я буду восхвалять Аллаха за это. А когда увижу, что они совершили плохое, я буду просить прощения у Аллаха. И, конечно же, мы все должны быть уверены, что вот тот маджлис, который сегодня здесь в Касумкенте проходит, это тоже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидит. И я надеюсь, что пророк будет восхвалять Аллаха за то, что этот маджлис прошел. Поэтому будьте, братья, к тем людям, которые рядом с вами, добрые, вежливые. Умар асхаб радийаллаху анху говорит в своем высказывании, вот три вещи, говорит, есть, которые закрепляет в сердце твоего брата любовь к тебе. Три вещи, говорит, есть. Первое, говорит, ты начни с салама. Когда садишься: ассаламу алейкум, брат, можно вот здесь сесть? Вот в таком виде, да, сейчас уже мечеть заполняется, и поэтому, может, кое-кому кого-то выталкивать придется. И поэтому, чтобы так он не был раздражен, попроси, говорит, салама начинай, говорит, с ним. Второй, говорит, ты для него уступи место, отойди в сторону, вот здесь садись, покажи ему, что ты радуешься, когда он с тобой садится. И третий, значит, «Ватад'уху би ахаббил асма'i илайхи». Самое любимое, вот любимым именем, говорит, назови его. Ну, пассажир, садись, не говори, там, и так далее. Что-то хорошее, брат мой, дорогой мой, что-то такое хорошее скажи, чтобы этому человеку захотелось с тобой сесть. Если вот в таком виде, с открытыми сердцами, это маджлис пройдет, иншаллах рахман, посланник Аллаха еще больше обрадуется. Вот эти все вещи, которые все мы говорим, это есть благой нрав пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который не оставил в мире вообще примера, чтобы кто-то мог его упрекнуть. Ни до пророчества, ни после пророчества, саллаллаху алейхи вассаляма. И еще такой момент, который я сегодня здесь хочу сказать.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи говорит: жадный человек тот, возле которого упоминается мое имя, но не благословляет меня. И каждый раз, когда мы будем произносить имя пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы будем говорить саллаллаху алейхи вассаляма. И вот сейчас, иншаллах рахман, это самый такой, в этом месяце больше всех, который звучит тема благонравия. Мы с вами дагестанцы, горцы. Там я вижу надписи «Лег», и там машина проезжала передо мной, сейчас орлом там такой. Вот мы как-то, именно, я не знаю, когда нас боятся, мы радуемся. Вот такое что-то у нас играет. Видимо, те войны, которые все время Дагестан утопал в этих войнах и так далее, может, это какой-то это характер создало в нас. Но вместе с этим получилось так, что из-за каких-то этих соцсетей, телевидения, СМИ и так далее, мы сейчас не как один такой народ, мы как весь мир, все на дагестанцев смотрят. Если кто-нибудь там в любой части России увидит 05 регион, он не скажет просто Дагестан, он скажет, мусульмане скажут. Получается так, хотим мы этого или нет, мы представители ислама. Любая вещь, которую мы делаем, нехорошая, этим упрекает ислам. Любое действие, которое у нас получается хорошее, тоже, как говорится, в этом восхваляется ислам. Мы все были свидетелями, когда несколько лет тому назад один человек нарисовал карикатуру на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Вы, наверное, помните это. Но я уверен, если этот человек хоть один раз или увидел бы посланника Аллаха, или оказался бы рядом, у него руки парализовались бы такое рисовать. Посланник Аллаха не дал бы его такого облика, такой картину. Это он смотрит на нас с вами и представляет пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И вы помните, после этой карикатуры там в Европе что делали? Магазины сжигали, машины переворачивали. Разве этому нас посланник Аллаха учил? Нам же не учил так. Он говорил, благонрав, когда тебе вредят, а ты делаешь доброе. Так же учил. И вот в Дагестане тоже люди начали там, муфтият звонит, что мы не выходим, там в Европе так выходят, там и так далее. Но наши алим так не сказали. Разве это обрадует пророка из-за того, что мы сожгли машину соседа? Сожгли его магазин, разбили его витрину. Разве это пророк нас учил? Мы сделали это годом благонравия и учили жизнь пророка. Точнее, годом жизнеописания пророка, саллаллаху, делали конкурсы и учили жизнь пророка. Вот такой ответ был у нас по отношению к этим людям. Поэтому каждая вещь, каждый добрый нрав, который мы с вами делаем, иншаллах рахман, она больше обрадует пророка. И, конечно, тот упрек, который в наш адрес идет, она сделает так, чтобы она не поступала в наш адрес. Поэтому на эту важную тему, чтобы говорил, мы слово предоставляем имаму мечети города Избербаш, Умар Асхаб, Хаджи. Пожалуйста, вам слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые Сулейман-Стальского района, уважаемые гости, жители Касумкента, я вас приветствую наилучшим саламом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, спешу всех поздравить с праздником рождения любимца Аллаха Субханаху ва Тааля, посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также хочу поздравить всех тем, что на днях было рождение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также хочу всех поздравить с тем, что нам всем удалось сегодня, уважаемые братья, присутствовать в райском саду. Если кто-то из вас спросит, что за это райский сад, посланник Аллаха, когда спросили у посланника Аллаха, что за это райский сад, «Ида марартум бириядил джаннати фартау», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если вы увидите, обнаружите эти райские сады, то заходите в эти райские сады и наслаждайтесь в этих райских садах. О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, «Калу вама риядул джанна», а какие же эти райские сады? Спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
Хиляку дикри, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это те маджлисы, на которые поминают Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. То есть мы же сегодня с таким намерением пришли, чтобы поминать и любить посланника Аллаха, поминать Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Я надеюсь, иншаллаху рахман, что мы сегодня все находимся в райских садах. Кто отправится в мечеть с намерением обучиться благому или обучать других этому, тот получит вознаграждение, как будто он совершил полноценное хадж и полноценное суннат умра, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И прошу Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, воздать, кто пришел сегодня вознаграждением полноценного хаджа и полноценного умры, суннат совершенного. Уважаемые братья, так как мне сегодня поручили тему благонравия, хотел бы начать, что с хадиса посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили у посланника Аллаха, что больше всего приводят людей, большинство людей в рай, к раю, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Актару ма юдхилун нас аль-джанната такваллахи ва хуснул хулук», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Больше всего в рай людей приводят, сказал посланник Аллаха, два вещи. Первое – это богобоязненность, вторая – это благой нрав, уважаемые братья. И для того, чтобы понять, насколько Всевышний Аллах тебя любит, обратите внимание, сказано, на свой благой нрав. Если ты являешься улыбчивым, приветливым, у тебя нрав хороший, когда ты с людьми здороваешься, когда ты видишь их, ты отзывчив, отвечаешь на их просьбы, то Аллаху субхану ва тааля любит тебя за этот благой нрав. А если ты являешься раздраженным, грубым, и на каждое какое-то приветствие ты отвечаешь грубо, когда к тебе люди обращаются, ты им отвечаешь очень грубо, недостойно, то Аллаху субхану ва тааля не любит таких людей. И когда пришла делегация к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они спросили: «Я Расул Аллах, ман ахаббу ибадиллахи илаллахи та'аля». О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, какие же из рабов дороги Всевышнему Аллаху, из рабов ему милее, кого больше всего Аллаху субхану ва тааля любит? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил этой делегации и сказал: «Ахсанухум хулука». У кого наилучший нрав, у кого хороший характер, кто отзывчив, кто с людьми добр, кто к ним относится хорошо, те и есть, говорит, которые Аллаху субхану ва тааля наилюбимые. И мы с вами все знаем, уважаемые братья, Абу Бакр, радийаллаху анху, это был самым любимым сподвижником, самым лучшим после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И мы все с вами знаем, что Абу Бакр, радийаллаху анху, был богатым человеком, но все свое богатство он расходовал на пути Аллаха, чтобы распространить религию Аллаха. И когда он принял ислам, он очень много делал милостыню, садака, освобождал очень многих рабов от рабства, то есть он никому не отказывал. И люди уже привыкли к Абу Бакру, радийаллаху анху, и когда он раздавал, очередной бедняк подошел Абу Бакру, радийаллаху анху, и начал просить какую-то милостыню или садака. Была нужда у этого бедняка. И на тот момент у Абу Бакра, радийаллаху анху, ничего с собой не оказалось. Тогда Абу Бакр, радийаллаху анху, очень сильно расстроился, наморщил свой лоб и был недоволен. И мимо проходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Иннакум лан тасаун наса би амваликум». Ваше имущество на всех людей не хватит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько бы много этого имущества не было,
вот раздаешь, она заканчивается. Этого имущества на всех не хватит, сказал посланник Аллаха. «Фасаухум бибастил ваджхи ва хуснил хулук». Но ваша улыбка и благой нрав хватит на всех, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но мы же понимаем, что улыбка брату мусульманину, это тоже является садака, это тоже является милостыня. Если мы будем, когда будем встречать брата мусульманина, знакомого, любого человека с улыбкой, можем мы поприветствовать, улыбнуться этому брату мусульманину, ведь сколько бы мы это ни раздавали, оно же не закончится, уважаемые братья. Вот мы будем приветствовать, улыбаться, вот проявлять свой благой нрав, и когда где-то встретится этот человек, ты проявил ему благой нрав, улыбнулся, поздоровался, от тебя остаются хорошие впечатления. И когда где-то он уже второй раз, даже если даже не увидит, он будет при себе вот иметь такие ощущения, вот тамошний, вот приехал я вот в этот Юждаг, и если здесь мне кто-нибудь понравится, улыбнется, вот покажет свой благой нрав, я же в Висберге буду только хвалить этого человека. И буду говорить, маша Аллах, там такой приятный человек был, с таким благим нравом был. И это же богатство будет только увеличиваться, распространяться. Сколько бы о нем ни говорили, оно не будет кончаться, оно будет только увеличиваться. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в нашей религии подчеркнул, что нету такого вот ритуализма, уважаемые братья. Ритуализма – это когда вот верующий человек идет в мечеть, совершает свое вот богослужение, делает очень много намазы, хорошие вещи. Маша Аллах, все думают, он такой богобоязненный человек. Но он идет на рынок, он там может обвешивать, он там может обманывать, он может там позволить себе разные вот непристойные вещи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нашу религию и наш характер связал их. Они как бы от друг друга, они связаны между собой. Если ты на улице, на базаре себе такие вещи позволяешь, значит Аллах субхану ва тааля не принимает твой ибадат. Значит, ты неправильно делаешь то, что ты, вот, или ты для глаз, или ты ради людей. Вот что бы ты ни совершал, значит ты не совершаешь ее полноценно. Если бы ты совершал бы эти ибадаты качественно, полноценно, в тебе бы не осталось бы этой грубости, вот, то, что ты вот на улице мог бы себя вести иначе, по-другому, а в мечети ты такой хороший, вот, благонравный. И у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили: «Имраатун тасумун нахара ва такумул лайла ва ту'уди джираниха билисаниха». Есть, говорит, женщина, которая, говорит, днем постится, то есть все суннаты посты, ну, держит суннат посты, ва такумул лайли, ночью оживляет она. Но она совершает очень много благих вещей, и ночью она встает, днем она постится, на нее посмотришь, она очень много таких прекрасных ибадатов совершает, но она вредит, говорит, своим характером и своим языком соседям. Какова оценка, вот, какова суть этой женщины, когда спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха сказал: «Ла хайра фиха хия финнар». Ответил на этот вот, вопрос посланник Аллаха, сказал: в ней нету ничего хорошего. Она достойна ада, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть вы видите, столько хороших вещей она совершает, днем постится, ночью оживляет, все хорошие деяния она делает, но своим нравом, языком люди от нее избегают, боятся, не хотят с ней вообще видеться. И когда спросили у посланника, каково ее вот суть, вот, как она вот вы ее оцениваете, посланник Аллаха говорит: «Ла хайра фиха». В ней ничего нет хорошего, она достойна ада. «Вакиля фамраатун тусалли аль-мактубата ва тусаддику асварил акити ва ла ту'зи ахадан билисаниха». Но есть такая женщина, говорит, которая просто делает свой обязательный намаз,
держит свой пост, но она, говорит, не делает много айбадатов, но она не вредит своим языком, своими поступками, она не наносит никому никакой вред. Каково положение этой женщины, когда спросили у посланника Аллаха, «Хия филь джанна», она достойна, сказал посланник Аллаха, рая, который не вредит никому, ни соседям, не избегает эту женщину. И есть история халифа Умара ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. При его правлении мы все с вами знаем, уважаемые братья, что Умар ибн аль-Хаттаб имел такую привычку закрывать свое лицо и выходить по ночам и спрашивать у людей, как править Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. Однажды в таком ночном походе закрыл лицо, встретил он старую женщину и спрашивает: «О рабыня Аллаха, о сестра, мать, как правит Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху?» На что эта женщина отвечает: «Да не воздаст ему Аллах, говорит, благом». Умар ибн аль-Хаттаб испугался и говорит: «Что же случилось?» Он говорит: «Как только он начал править, он ни разу о нас не вспомнил», говорит Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. Он испугался и спрашивает: «А может, у него есть много дел? Может, говорит, он занят, он хотел оправдать себя чем-то?» Да какой может быть правитель, говорит эта женщина, который не знает проблемы между Западом и Востоком, сказала эта женщина Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху. Какой же это может быть правитель, который не знает проблемы своих подчиненных между Западом и Востоком? Тогда Умар ибн аль-Хаттаб говорит, радийаллаху анху, заплакал он и говорит: «О Умар, ты самый, говорит, может быть, неграмотный, тупой человек. Даже эта старая женщина умнее, чем ты. Все умнее, говорит, но ты, говорит, чего-то, говорит, не догоняешь, говорит. Если эта женщина говорит, что Умар ибн аль-Хаттаб, правитель, должен знать проблемы между Западом и Востоком, значит, ты глупец, говорит. Она даже умнее, чем ты». И тогда Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, говорит: «О мать, о рабыня Аллаха, продай, пожалуйста, говорит, вот эту обиду Умара ибн аль-Хаттаба, радийаллаху анху, мне, чтобы на том свете перед Всевышним Аллахом Аллах субхану ва тааля не спросил с него, чтобы он не понес наказание». Он говорит: «Ты с ума сошел, что ли?» говорит старая женщина. «Ты еще хочешь надо мной издеваться?» говорит. «Какая обида, какая продажа?» говорит. «Ты о чем говоришь?» То есть задумайтесь, уважаемые братья, он не нанес ей вред языком, поступками, ничем. Лишь просто она думает, что правитель вот этого окраинности, ну на тот мир халиф, он, конечно, всех правителей правоверных был, что должен окраинности города, старую вот бабушку, вот взрослую женщину, за то, что он ее не вспомнил, она говорит: «Да не воздаст Аллах ему благом». Из-за этого Умар ибн аль-Хаттаб расстроился и начал торговаться с ней. Она долго ему говорила: «Не издевайся надо мной, отстань от меня». Но все-таки он ее уговорил и говорит: «О мать, я боюсь, что этот Умар ибн аль-Хаттаб перед Аллахом за эту обиду может пострадать». И он ее уговорил на 20 дирхамов, чтобы она эту обиду продала за 20 дирхамов. Она же не знает, кто это с ней торгуется. Когда только он эту торговлю с ней уже вот дошел до 20 дирхамов, мимо проходили Али Асхаб бин Абу Талиб, радийаллаху анху, и Абдуллах ибн Мас'уд, и говорит: «Ассаламу алейкум, о амируль му'минин». Я поприветствовали халифа Умара ибн аль-Хаттаб, и они выдали его, который эта женщина старая не знала, что он является халифом Умара ибн аль-Хаттабом, радийаллаху анху. Тогда эта женщина испугалась: «О горе мне», говорит, «я, оказывается, говорит, самому халифу бранила в лицо, говорила за ним, что он такой, сякой, он нас не вспоминает». Она очень сильно испугалась и начала переживать. Он начал ее успокаивать: «Прости меня, мать», говорит, «если я тебя чем-то расстроил, ну давай мы закончим нашу торговлю, говорит, продай мне эту обиду все-таки, говорит, за которую мы договорились за 20 динаров». И начал искать кусок кожи, где бы записать эту торговлю в ачар.
Когда он искал, не нашел, он порвал кусок из своей одежды и начал там писать: в такой-то день, такую-то обиду я купил у такой-то женщины. Были на это свидетелями Абдуллах ибн Мас'уд и Али Асхаб, каррамаллаху ибн Абу Талиб. И в судный день, что Аллаху Субхану ва Та'аля, что я уже выкупил здесь, и чтобы Аллаху Субхану ва Та'аля, когда спросит за эту обиду, что я уже ее, она чтоб со мной была, выкупил я это. Он записал все как положено и вернулся домой, поспешил, позвал своего сына Абдуллаха и говорит: о Абдуллах, я делаю тебя васият тебе, чтобы ты этот кусочек положил мне в руку, чтобы когда Аллаху Субхану ва Та'аля, перед Аллахом я встану, чтобы Аллаху Субхану ва Та'аля я был чист, что эта женщина не имеет претензий ко мне. Так и записано здесь, говорит, поставь ее мне в руку, сказал Умар ибн Хаттаб. То есть вы можете себе представить, уважаемые братья, сегодня неужели у нас нету тех людей, которые мы обидели их словом, поступком, деяниями, взглядами, грубостями, ну, чем угодно мы обижаем каждый день. Да и мы все с вами, никто не застрахован. Но хоть разу мы задумывались, переживали, что Аллаху Субхану ва Та'аля за это может с нас спросить. Ведь Умар ибн Хаттаб, тот человек, который при жизни был обещан рай, если он так сильно за это слово, которое она просто сказала, да не воздаст ему Аллах, он же по сути же ничего ей не навредил. А мы же сегодня сколько таких поступков совершаем, которые притесняем, обижаем, унижаем людей. А Умар ибн Хаттаб за одно слово плакал, просил у Всевышнего Аллаха простить его, называл себя глупым, тупым, чем все, вот даже чем эта женщина, называл себя самым глупым человеком. Есть еще одна история про Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, чуть-чуть может и удлиняется у меня этот, но еще один расскажу. Во время правления Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху анху, один человек начал кричать, орать, и к нему 3 человека вот тащут одного человека: о амируль му'минин, накажите этого пастуха. Умар ибн Хаттаб говорит: что случилось? Расскажите подробнее, в чем дело? И эти 3 человека рассказывают, что этот пастух натворил. И когда Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, поинтересовался, спросил у этого пастуха: что же ты натворил? Он говорит: я пастух, который пасет верблюдов. У меня была, говорит, своя пастбища, где я пас своих верблюдов. И в тот день эти верблюды от общего пастбища на вот полметра, метр, наверное, зашли в чужой огород, на чужую территорию. Этот хозяин этого огорода, этого территории обнаружил, что верблюды зашли на его территорию, разозлился, взял камень и от всей силы швырнул на этого верблюда. Когда этот камень на этого верблюда попал, он упал и умер насмерть, этот верблюд. И этот пастух разозлился, когда увидел, что ни за что, за такую мелочь убил этот хозяин его верблюда, взял этот камень, обратно в него же швырнул. И когда этот камень попал в этого хозяина, этот хозяин тоже умер. Эти 3 детей были сыновья этого убитого хозяина этого огорода. И пришли Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, говорит: сделай хукму, говорит, он убил нашего отца. И Умар ибн Хаттаб говорит: соберите людей, давайте сделаем шариатский хукм, за убийство надо убить. Но этот пастух, зная справедливость Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху анху, и зная его мягкое сердце, начал умолять и просить: о правитель правоверных, дай мне отсрочку на 3 дня. Я прошу тебя, говорит, дай мне отсрочку, мне надо, говорит, решить одну проблему. Умар ибн Хаттаб говорит: что за проблема? Он говорит: у меня остался младший брат. Недавно у меня, говорит, погиб отец и погибла мать. Они оставили, говорит, наследство. Я живу, говорит, в другом городе.
я еще не успел пойти, говорит, и определить это наследство. Наследство поручили на моего дядю с материной стороны. Я должен пойти, говорит, и определить с этим дядей наследство, что принадлежит брату, что принадлежит мне, которые оставили родители. Если меня надо, говорит, убить, то мое наследство тоже я хотел бы оставить брату, дай мне, говорит, рассрочку. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, говорит, как я тебе дам рассрочку, говорит, ты уйдешь куда-нибудь, говорит, пропадешь, кто за тебя заступится, говорит, кто будет гарантом? И была толпа людей, народ собрался, и этот пастух начал смотреть на все лица, искать надежду, кто бы за него заступиться мог бы. И он заметил Абу Дарра, радийаллаху анху, который был, видно, на внешность тоже приятный, красивый человек, любимец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и показал пальцем, говорит, этот человек, говорит, за меня заступится. И испугался Абу Дар, и Умар ибн Хаттаб спрашивает, о, Абу Дар, гарантируешь ли ты за него, можешь ли ты, говорит, заступиться за него, что он через 3 дня, когда он свои проблемы решит, вернется? Абу Дар, даже не сомневаясь, кивнул головой и сказал, да, я за него поручаюсь. Тогда Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, говорит, если есть, который заступается за тебя, поручается человек, иди, говорит, реши свои проблемы и приходи. Но Абу Дару сказал, если он не вернется, Абу Дар, ты подумай, говорит, хорошенько, придется тебе нести кисас. Убийство, которое совершенное, надо сделать хукму тебе, говорит, если он не вернется. И все люди испугались, начали говорить, о, Абу Дар, может, ты подумаешь, это же ведь серьезно, может, он не вернется. И Абу Дар ничего не сказал, он пошел, 1 день его нету, 2 день нету, на 3-й день уже обеденный намаз, уже аср, люди все собрались, переживают за Абу Дара, что этот человек не вернется, и уставший падает перед халифом Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, и говорит, о, правитель правоверных, я вернулся, решил свои проблемы, накажите меня, говорит. Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, удивленно спрашивает у этого человека, ты бы ведь мог не вернуться, говорит, ты мог бы потеряться. Что, говорит, побудило тебя, чтобы ты, говорит, сдержал свое слово и вернулся обратно? Ведь, уважаемые братья, сегодня сколько человек есть, которые не сдерживают свое слово. Рискуя умереть, быть казненным, этот человек сдержал свое слово и вернулся, хотя знал, его должны убить. Хотя мог не вернуться он. Ведь это тоже сегодня, уважаемые братья, из благого нрава. Держать свое слово, обещание. И этот пастух ответил, я боялся, говорит, что скажут, среди людей не остался такого человека, который верный человек, который держит свое слово, верность. Среди людей не осталось верных людей. Умар ибн Хаттаб удивился, радийаллаху анху, поворачивается к Абу Дарру, радийаллаху анху, и говорит, о, Абу Дар, а что, говорит, тебя побудило, говорит, гарантировать за этого человека? Ведь ты его не знал. Ведь ты вообще, говорит, этого человека видел впервые, и за такую серьезную вещь ты взял ответственность. Если бы он не вернулся, могли бы тебя казнить. И Абу Дар, радийаллаху анху, отвечает и говорит, я боялся, говорит, о амируль му'минин, что среди людей скажут, что не осталось доверия. Ведь доверие тоже, уважаемые братья, является из благих нравов. Сегодня мы с вами видим, очень трудно, во-первых, верить людям, во-вторых, доверия нету, потому что настолько, может быть, люди испортились, настолько у них нрав ухудшился, что когда реально даже человек нуждой приходит, нам приходится проверять, спрашивать, выяснять этому человеку. Мы не можем с первого взгляда доверить этому человеку. И подошли эти 3 сыновья убитого пастуха и говорят, о амируль му'минин, радийаллаху анху, мы прощаем, говорит, этого убийцу. Амируль му'минин удивился и спрашивает, а что же, говорит, вас побудило, говорит, чтобы вы простили этого убийцу вашего отца? Они говорят, о амируль му'минин, мы увидели, говорит, что
этот человек из-за своего благого нрава поверил этому человеку, говорит, а этот, который ушел на 3 дня, сдержал свое слово и вернулся, говорит, за то, что, говорит, у этого и у этого, когда они увидели такие благие нравы, хотя тот рискует, что его убьют, это тоже рискует, что если он не вернется, могут его убить. Так когда, говорит, эти 2 человека таким благим нравом себя проявляют, мы тоже, говорит, боимся, что среди людей скажут, не остался среди людей те люди, которые, говорит, умеют, могут прощать. Вы понимаете, уважаемые, сегодня, когда становится какое-то вот ДТП, неожиданное происшествие где-то, или случайно какой-то, не дай Аллах, разные вот, происшествия и на дорогах, и дома, что угодно, когда мы людям подходим и говорим, прости его ради Аллаха, нет, я его в суд отдам, начинают люди такую панику. Я понимаю, когда человек наглым образом по беспределу что-то делает, но когда человек не виноват, когда его просят люди простить ради Аллаха, у людей не осталось этого прощения сегодня. Я прошу у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сохранил в нас это прощение, сохранил в нас эту верность, доверие и благой нрав. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баракаллах, умар асхаб. У нас говорят, да, Аллах, что после таких слов у тебя во рту всегда было сладко. Благой нрав – это как раз таки то, что у нас не хватает. Люди задают вопрос, и даже муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди выступал по этому поводу. Мечети много стало, говорит, молящихся много стало, но люди, говорит, не меняются. Вот такую вещь сказали. Это как раз таки и благой нравес. И вот Саид Афанди Куддисирху рассказывал, во время хаджа, говорит, там у нас бывает, когда вот раньше это зимним транспортом ездили люди, на автобусах ездили люди, на грузовиках, на самосвалах ездили люди. Вот там на таможне вот стоят, ждут там очереди, и там такая картина маленькая. Один человек ремонтирует машину, рядом стоит другой, и вокруг него вот этого, кто ремонтирует, запчасти. Вот тот сосед, говорит, вышел, просто молча, без спроса взял, говорит, отвертку, монтировку, что-то, и начал свою машину делать. А тот ходит, смотрит, ну, не хватает. Бывает же у нас дома так, что что-то куда-то поставили вот сейчас, но не можем найти. Ходим, нервничаем. И тот, говорит, начал нервничать, там ногой колесо бить, вокруг машины крутится, вертится. Раздраженный, наверное, был человек. Вот так ходит, говорит, а тот даже не замечает, что у него. Он свое дело делает потихоньку. Когда завершил, подошел, говорит, к нему и передал ему вот этот инструмент. А тот уже разрывается же он. Он когда увидел, что он взял, так размахнулся и прямо в лицо, говорит, такой удар сделал ему, такой пощечину дал, говорит. Как только он ударил, вот тот, который впереди человек, который без спроса взял, упал на колени, схватил руку, говорит, и поцеловал ее. Понял ошибку. Когда тот увидел, что он его руку поцеловал, тоже понял, что не стоило из-за этого ударить. Бросил, говорит, ключ, обнял, говорит, его, и начали оба плакать. Оба начали плакать. Просто посмотрите, они не разошлись с обидами внутри. Они как-то решили этот вопрос там. Вот мы же видим, вот если раньше по этим трассам, вот, ну, в сутки там 30 машин ехало, сейчас сколько машин ездят? Дороги узкие. Город Махачкала, посмотрите, она как будто как колбаса забитая, слушай, она. Тут нам это очень важно, чтобы мы чуть-чуть терпели. Я вчера вот на днях тоже рассказывал, это на маджлисе. В Махачкале шли дожди, впереди один, ну, сабру не хватило, наверное, у этого, справа обогнал и попал в лужу. И вот этот мужчина и женщина, взрослые люди, видимо, хорошенько оделись в городе, столице, вышли, с ног до головы забрызгал он этих людей. Я когда подъехал сзади, еще с лица этих людей капал этот дождь. Вот так стоят, ужас на лице. Хорошо случилось. Останови машину, слезь, скажи. Валла не хотела этого делать. Давай-ка я вас отвезу.
хоть домой отвезу я. Они уже мокрые все. Нет, проехал мимо, дал по газам. Он крутой же. Поэтому дай Аллах нам тауфик понимать вот то, что наш Умар Асхаб говорит. Дорогие братья, в хадисе пророка ﷺ говорится, два категории людей есть, когда они хорошие люди, хорошими становятся, когда они плохие люди, тоже плохими становятся. Это алимы и предводители. Поэтому мы надеемся, что Сулейман-Старскому району в этом случае повезло. С нами находится глава этого района Нариман Шамсудинович. Конечно, он во всех маджлисах, вы это видите, но здесь гости, Нариман Шамсудинович, начиная с Сухокумска, с Цумадинского района, столько имамы, столько ученые люди к нам приехали. Поэтому мы, конечно, понимаем, что на вас лежит большая нагрузка в вашей работе, при том, что и гости тоже. Поэтому мы хотим вам предоставить слово. Спасибо за предоставленное слово, дорогие братья, дорогие наши гости. Уверен, что сегодня этот месяц, связанный с рождением нашего пророка, мир ему, наполнится район баракатом, достойными делами, богобоязненностью, добрыми делами. Мне бы хотелось бы этого. Каждый человек ответственный за свою семью, за свои поступки, за свои деяния. И мы, и как руководитель, тоже ответственен за людей в этом районе, так или иначе. Поэтому многие поступки, которые совершаются людьми, нами, всеми, они за эти поступки, за эти дела, за эти деяния нам приходится отвечать и в этом мире, и в том мире. Поэтому вот эти маджлисы, вот эти мероприятия, которые проводятся, они только на благонравие направлены. Цель их – это единение мусульман, единение нас всех. Если семья едина, если улица едина, если село едино, если район един, то значит и Дагестан един, то значит и наша страна едина. Мы иногда жалуемся на жизнь, что там хуже, лучше, нам плохо, где-то притесняет, где-то что-то. Но мы давайте вспомним, как плохо мусульманам в Сирии, Ираке, Афганистане. Есть, конечно, регионы, где мусульмане лучше живут. Но хвала Всевышнему, шукр Аллах, слава Богу, у нас таких проблем в районе, в Дагестане уже нет. Мы видим, как мы объединяемся, мы видим, как мы становимся едиными, мы видим, как заполняются наши мечети, дома Аллаха. И нам бы хотелось, чтобы каждый человек сегодня вообще в жизни как-то оценивал свои поступки. Нам хуже всего нам, тяжелее всего нам. Мы должны отвечать за людей, мы должны отвечать за свои поступки. Не всегда они бывают правильными, не всегда они бывают справедливыми. Но видит Бог, мы стараемся быть честными, справедливыми, добрыми, добронравными. Потому что этому учит наша религия ислам. Учит не только нас, всех людей. И мы видим, как мусульманство, ислам развивается. И этим радуемся все мы. И поэтому мне очень приятно быть сегодня с вами. К сожалению, у нас гости из Москвы, они приехали сюда, чтобы делать тоже богобоязненное, богоугодное дело. И мне нужно быть рядом сегодня с ними. Поэтому, и пользуясь случаем, я поздравляю вас всех с этим большим маджлисом. Я поздравляю жителей Сулейман-Стальского района. Уверен, что вот такие маджлисы у нас будут проходить в домах, в мечетях. Потому что мы должны своими поступками, своими деяниями показать, что мы едины. У нас есть основания на это. У нас были предводители из нашего народа. Мы сегодня вспоминаем и Мухаммада Иракского, и Гасана Фидела Кадарского, и многих-многих алимов, которые жили, творили и делали добро. Уверен, дорогие братья, что покаяние, вот мы просим прощения. Если где-то что-то не так, что-то неправильно, что-то не получается, мы всегда просим прощения. И просим прощения у нашей уммы, за тех людей, за которых мы ответственны. Если
то, что говорится здесь, все эти насихаты, все эти добрые слова, мы это пронесем через сердце, пронесем через душу и будем очищаться. Конечно, мы все, нет безгрешных людей, кроме нашего пророка. Все мы с грехами. Но задача каждого, наша задача, я думаю, и руководителей, и обычных людей, чтобы этих грехов было меньше, чтобы тянуться к чистоте. Этому учит ислам. Я не учу вас этому, вы лучше меня знаете. Но моя задача говорить об этом, говорить и среди обычных людей, и среди людей, которые жизнь посвящают пропаганде религии. Поэтому еще раз, уважаемые друзья, уважаемые наши гости, дорогие братья, я вас поздравляю с этим днем. Мне очень приятно, что сегодня полная мечеть. Мне очень приятно быть рядом с вами. Пусть этот день у нас будет безгрешен, пусть дальше дни наши будут безгрешны. Дай Бог, дай Аллах вам мира, благополучия в ваших семьях, чтобы все наши грехи, если они были, если они будут, их стало меньше, чтобы мы старались быть чистыми, добрыми, справедливыми, боялись Бога. Это самая главная наша задача, боялись нашего Всевышнего Аллаха. Праздником вас, спасибо. Я попрошу вас чуть-чуть задержаться. Вот для имама хочу рассказать, что Нариман Шамсудинов, этот недалекий от нас человек, который работал с Мухаммадом Акиль-Хаджи, как мне говорили, работал над переводом книг Саида Афанди Куддисируху, сам является филологом, и поэтому, другие месяцы это было бы одно дело, но это месяц Рабиуль Ауаль. Мы маленький подарок, если вы позволите, сделаем. Это от муфтията, всему району это будет, иншаллах рахман. Аллаху акбар. Это если поможем. Да, пожалуйста. Так. И поскольку вы являетесь, Нариман, филологом, человеком, который дружит с наукой, вот есть такая книга, это уже на русском языке первое издание по юриспруденции шариатской Ахмада Хаджи Исаева. Вот эта книга тоже вам. اقرأ يا محمد السلام